Валерий, как вы относитесь к закону Яровой? Вы пришли на митинг. Разумеется, резко отрицательно. Как я еще могу к нему относиться? Это репрессивный закон, он подавляет права, свободу личности. Это попытка взять под тотальный контроль все сферы жизни, все без исключения. И все, что у нас осталось сейчас, единственное свободного в стране пока, это интернет, но власть пытается его прибрать к рукам. Мы, конечно, должны решительно протестовать против этого. И то, что они говорят о том, что якобы это все в интересах безопасности, антитеррористические какие-то мероприятия и так далее, это все, конечно, вранье. Цель только одна. Это с тем, чтобы люди чувствовали, что они под колпаком. Вот эту атмосферу страха над людьми, да, то, что пытаются переписку контролировать там за полгода, телефонные разговоры, да, и так далее, и так далее. Мало того, что экономический вред гигантский это принесет компаниям, которые будут этим заниматься, и в конце концов скажется на нашем кармане в итоге, да, самое главное, нас лишают последних остатков свободы. Это самое главное. Мы должны резко выступить против этого и использовать для этого все возможности. Как вы считаете, Валерий, удастся отстоять непринятие этого закона? Ну, закон уже принят. Ну, чтобы он не вступил в силу, он же там отложен. Наша задача теперь высказать свое мнение, активно высказывать, всеми возможными путями и способами. А удастся или нет, я думаю, зависит от активности людей, от нас, насколько мы готовы к сопротивлению, насколько мы готовы к действиям, к реальным. И власть, конечно, реагирует, вынуждена будет реагировать на наши действия. Только так. Я надеюсь, что удастся. Как вы думаете, пройдет ли в Государственную Думу Парнас и будет ли он против закона Яровой, против действия этого закона? Ну, разумеется, Парнас сейчас против пакета Яровой, и он, конечно, будет против. Пройдет или нет в Государственную Думу, ну, я очень надеюсь, что пройдет. Я участвую в предвыборной кампании партии и буду продолжать в ней участвовать на клубах, на раздачах материалов агитационных и так далее, потому что это единственная последовательная оппозиционная партия, и мы должны, я считаю, призываю всех участвовать в этой кампании. Мы должны сделать все возможное, чтобы оппозиция была представлена в Думе. Потому что Парнас, повторяю, единственная оппозиционная партия в стране. Что бы там ни говорили по персоналиям, по составу первой тройки и так далее, это все вторично. Главное принципы, главная идеология и главное то, что Парнас действительно радикальная позиция, партия не договаривается с властью, и партия готова действительно предложить альтернативу курсу правящего режима. Спасибо, Валерий.